Соединенные Штаты внесли в список экспортного контроля 5 дочерних компаний Hikvision, китайского государственного производителя оборудования для наблюдения и электронного слежения в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Обоснованием стала политика защиты прав человека во всем мире. Эти компании были причастны к нарушениям прав человека и реализации репрессий, массовых произвольных задержаний и высокотехнологичной слежки за уйгурами и другими мусульманами в Синьцзяне, говорится в заявлении Министерства торговли США. Нурит Тюркель, председатель комиссии США по международным религиозным свободам, посетовал, что мир не чувствует ответственности за преступления, совершенные властями Китая в Восточном Туркестане. Тюркель, который также является юристом-правозащитником, заявил, что не видит чувства страсти и неотложности в международном общественном мнении в отношении преступлений, совершенных Пекином. Нет никого, кто несет ответственность, чтобы остановить геноцид и более не допустить его повторения в истории, подчеркнул Тюркель. Представитель китайского управления по делам Тайваня заявил, что встреча тайваньского лидера Цай Инвэня со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти в США будет провокацией и сказал: «Мы примем все необходимые меры для противодействия этому». Лидер Тайваня Цай Инвэнь вместе с сопровождающей делегацией вчера покинул свою страну для 10-дневного турне по Центральной Америке, включающей Белиз и Гватемалу. Страны-производители чиповых устройств в мире начали выступать против Китая. Чтобы обуздать технологические угрозы Китая, экспорт оборудования для производства микросхем в Китае резко сократился в США, Японии и Нидерландах. Так, в период с октября по декабрь 2022 года экспорт оборудования для производства чипов из Японии в Китай упал на 16%, из США на 50%, а из Нидерландов на 44%. Командующий сухопутными войсками Индии Манодж Панде заявил, что Индия готова к любым случаям на своей протяженной и спорной границе с Китаем на фоне того, как китайские силы регулярно наращиваются. США и Япония подписали торговое соглашение о важнейших минералах, используемых в батареях для электромобилей. Соглашение направлено на укрепление и диверсификацию цепочек поставок критически важных полезных ископаемых и поощрение внедрения технологий аккумуляторов для электромобилей. Член Госсовета и министр иностранных дел Китая Цинь Ган и министр иностранных дел Вьетнама Буйт Хань Сон пообещали использовать 15-летие всеобъемлющего партнерства в области стратегического сотрудничества между двумя странами как возможность вывести двусторонние отношения на новый уровень.